Пора примерить военную форму. Меньше 2 недель остается до начала весенней призывной кампании. Точное число призывников страны пока неизвестно, но их точно будет больше, чем в прошлом году. Весной 22-го в ряды вооруженных сил России призвали более 130 тысяч россиян. Наряд увеличен для всех регионов страны, в том числе и Ингушетии. Призыв у нас из республики подлежит 250 человек. Ребята, призванные из нашей республики, будут проходить службу в сухопутных войсках, военно-космических, военно-воздушных силах, будут проходить в военно-морском флоте. В ингушских военкоматах полная готовность к проведению призыва. Повестки розданы, все идет по плану. На сегодняшний день военными комиссариатами муниципальных образований организована работа по оповещению граждан, подлежащих вызову на комиссии. Решаются вопросы по врачам-специалистам, которые будут участвовать в медицинском освидетельствовании призывников. К 1 апреля военные комиссариаты республики к проведению очередного призыва будут готовы. С 1 апреля в очередной набор призывников в армейский строй подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Все получившие повестки должны пройти процедуру отбора и медицинскую комиссию. Для каждого вида войск требуется определенная категория здоровья. В республике на воинском учете состоит очень большое количество юношей, подлежащих призыву на военную службу. Естественно, ряд из этих юношей они не подлежат призыву, кто по состоянию здоровья, кто по семейным обстоятельствам, кто по учебе. А так, для того, чтобы выполнить задание, которое у нас сегодня определено на республику, республика в состоянии и ресурсы нам это позволяют. Призывной возраст в стране планируют повысить с 18 до 21 года, до 30 лет изменится и предельный возраст новобранцев. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить возраст призыва, а вместе с ним и предельный возраст призывников. Это в первую очередь даст то, что юноши смогут, если один раз у него не получилось поступить, он может второй раз воспользоваться возможностью поступить, получить образование, как начальное, среднее профессиональное или же высшее образование. Естественно, на сегодняшний день мы знаем то, что вооружение требует подготовленных юношей, образованных. Естественно, чем больше вооруженные силы будут поступать граждане, имеющие специальное образование, там среднее, начальное или, как я говорил, высшее, тем им легче будет овладеть той или иной техникой, которая имеется на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Весенняя призывная кампания завершится 15 апреля. Первые отправки новобранцев в армию начнутся в 3-й декаде мая. Также все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечению срока службы будут уволены. Военный комиссар республики напоминает молодым людям, год в армии не только возможность исполнить свой долг, освоить азы военной техники, но и построить военную службу. Муслим Ганиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.